Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем. Барханы покорены. Спасибо огромное всем вам. Команда КамАЗ-Мастер вновь привезла победу ралли-Дакар. Как и встретили дома, увидел Рамиль Шайдуллин. Машины и документы на нее сданы, а денег нет. По факту человек очень много людей уже кинул, и причем на очень большие суммы. Как в Казани, пропали машины на общую сумму 150 миллионов, выяснял Салават Мухаммадуллян. Опять трагедия. Угарный газ унес жизнь несовершеннолетнего. Обратная тяга тут. Сюда тяга yok, а наоборот бьярка тяга. Почему в Бугульме часто происходит отравление? И кто за это ответит? Филюза Хамидуллина. Рекорд посещаемости и новые туристические объекты на территории республики. Токмач слово знает. Ичпочмак. Почему бренд Visit of Татарстан становится популярным во всем мире, узнавал Сергей Хайдаров. Золотой бедуин снова в России. Страна встретила триумфаторов Дакара, теперь уже 16-кратных победителей ралли, команду КамАЗ-Мастер. Одними из первых гонщиков поздравили Владимир Путин и Рустам Минниханов. Команда заняла первое и второе места в зачете грузовиков. Как команду встречали на родине, об этом Рамиль Шайдуллин. Уже в третий раз подряд КамАЗ значит победа. И вот он, главный трофей Дакара. Золотой бедуин, заслуженный потом, бессонными ночами и колоссальным стрессом. Он дорог не только команде, но и всей стране. Мы все ждали очень этой минуты. И сейчас испытываем неописуемый восторг, что смогли это сделать. Горжусь тем, что наш КамАЗ имеет такую спортивную команду. Ради нелегкой победы команда преодолела 5500 километров непроходимых дюн Перу. Но те, кто встречает камазовцев Шереметьево, все эти дни мысленно были с ними. Столько эмоций было именно и в интернете, и в соцсетях, поэтому все переживали. И я понимаю, что творилось здесь, и нам, может быть, было немножко легче, но сейчас можно выдохнуть и поаплодировать всем. А это неподдельная радость на родине команды в Челнах. Полный аэропорт. Поздравить гордость завода, города, республики и всей страны пришли друзья, болельщики, родные. Очень сильно ждали, переживали. Мы очень любим нашего папу, да, Элиночка? Мы смотрели его по телевизору, созванивались по телефону. Папа Элины теперь уже 5-кратный победитель Дакара. Причем этот бедуин третий подряд и, наверное, один из самых желанных. Во-первых, конечно же, помнится, как нас провожал президент республики перед отъездом на гонку. Конечно же, большая ответственность. Всегда эта мысль рядом с нами, что, конечно же, не подвести в первую очередь республику, наших болельщиков. Гонка стала одной из самых непростых для камазовцев. Прежде чем они в 16 раз встали на пьедестал почет, они наполовину выбыли из гонки. Сначала из-за инцидента Андрея Каргинова и болельщика на барханах. Экипаж был дисквалифицирован, а сразу после из-за поломки Айрата Мардеева из гонки выбыл и второй экипаж. Нам хорошо повезло, что не на всех 4 эта проблема вылезла, только на моем моторе, и будем надеяться, что это все-таки какой-то единичный случай. 16-й бедуин в Челнах. По словам руководителя КамАЗ-Мастер, эту победу они посвящают 50-летию родного завода. Рамиль Шайдуллин, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Ильшат Аюбов, Рамиль Закиев, ТНВ, Москва, Набережные Челны. Неделя, чтобы окунуться в WorldSkills. Сегодня в Казани стартовали дни подготовки к мировому чемпионату. Руководство соревнований уже в городе. Завтра ждут еще 600 делегатов. Это представители оргкомитета и эксперты. Какие вопросы на повестке, расскажет Рамиль Галиуллин. Азат Садиков – студент 3-го курса Казанского радиомеханического колледжа. Он будущий инженер. Увлекся всем этим еще в школе. Признается, в его работе немало подводных камней. Сложность, конечно, в том, что это все мелкие детали, и некоторые компоненты могут плохо переносить статику и перепады температур. Поэтому надо осторожностью паять. Электроника – одна из 56 компетенций будущего чемпионата. Готовить кадры в техникуме помог федеральный грант. Теперь, благодаря ему, готовиться к соревнованиям смогут 25 человек вместо 10. Все, что сейчас в данном мире происходит, что бы мы с вами ни делали, что медицина, что экономика и так далее, она без радиоэлектронных устройств не существует.
даже наши с вами пластиковые карты, торговли и так далее. Поэтому я считаю, что это очень перспективная специальность. О мировом чемпионате всю неделю. Уже завтра в Казани ждут 600 делегатов, экспертов и представителей оргкомитета из 62 стран. Они посетят Казань-Экспо и гостиницы, проработают конкурсные соревнования и еще увидят деревню Универсиады. Ее, кстати, на время чемпионата переименуют в деревню WorldSkills. Мы хотим показать молодым людям, что освоение профессиональных навыков – это правильный выбор в построении карьеры. Дефицит рабочих кадров – это главная проблема, по мнению Дэвида Хоуи. Для ее решения нужны изменения в системе образования и мнения общественности. Специально для этого в 57 школах Казани запустят программу повышения престижа рабочих профессий. «Одна страна, одна школа» – это программа, где каждая из делегаций закреплена за какой-то школой. Цель этого закрепления, во-первых, ребята знакомятся с представителями тех стран, которые к ним приедут для проведения этого урока, заодно получат информацию о том, как в той или иной стране вот это профессиональное образование дается. Неделя подготовки к мировому чемпионату WorldSkills станет первым тестовым испытанием и для волонтеров. На этой неделе собираются задействовать около 250 человек. Всего же во время чемпионата мира по профмастерству будет работать 3500 волонтеров из 90 стран мира. 45-й мировой чемпионат по профмастерству пройдет с 22 по 27 августа. Он примет более 1600 конкурсантов из 60 стран мира. В этот четверг в центре города откроют стеллу с обратным отчетом до старта мирового чемпионата. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Афера года в Казани. Клиенты одного из менеджеров крупного автосалона остались без своих машин и денег. Пока пострадавших 27 человек. Они уже написали заявление в полицию. Сумма ущерба только по предварительным подсчетам 150 миллионов рублей. Под подозрением один из сотрудников автосалона. О схеме, построенной на доверии и имени, Салават Мухаммадуллин. Машины я привез вот именно здесь, вот на этой же площадке оставил. То есть одна машина, вот Subaru Forester, здесь мы поставили. Вторая машина вот чуть подальше, вот там стояла на стоянке. И больше ни своих машин, ни денег за них ни Астемаев не видел. 24 декабря он привез две машины на общую сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Автомобили, ключи от них и документы он сдал менеджеру. Тот заверил, оплата через 2 недели. Но обещанные 14 дней прошли. Звонок менеджеру, тот просит еще неделю. Сегодня, получается, позвонил. Он мне, опять телефон у него был недоступен. Тут уже у меня вопросы появились, куда делся менеджер и где мои деньги. Созвонился с транстехсервисом, по поводу него узнал, что он вообще не появлялся еще пока в этом году. Пробил по телефону его данные, сразу же на первой же странице у меня вышла страница ВКонтакте, где стоит его паспорт и написано, что это товарищ-мошенник. Мы созвонились еще с одним потерпевшим. Он оказался клиентом того же менеджера. На условиях анонимности, он рассказал нам, потерял сразу 8 миллионов рублей. Дом, который был построен давно, я продаю его и продаю квартиру. И где жить с семьей я реально просто не знаю. Звонят с Чебоксаров, звонят с Казани, звонят с Москвы. Тоже сдавали автомобили ему, тоже он втирался, грубо говоря, в доверие. Все знакомы с ним минимум год, 2, 3. Известно, что потерпевших уже минимум 19 человек. Сумма ущерба по разным источникам около 150 миллионов. Чуть позже в МВД уточнили, потерпевших уже 27. Здесь завели уголовное дело по статье мошенничества. Подозреваемый сотрудник автосалона Айрат Файзуллин. Он объявлен в розыск. В настоящее время сумма причиненного им материального ущерба уточняется. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В совершении данных преступных действий подозревается бывший сотрудник сети автосалонов. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление его местонахождения. Сегодня мы обратились в компанию ТТС. Как такое могло произойти в одной из крупнейших в России сети, так долго работающей на этом рынке? Здесь объяснили. Компания тут ни при чем, и под их именем разворачивалась мошенническая схема. Люди, которые пострадали от этой нелегальной схемы, обращались к нему как к физическому лицу, а не сотрудник компании. Пока по нашим данным ни один добропорядочный клиент компании «Транссервис» не пострадал. По обоим случаям люди, как правило, владели машинами недолго, 1-2 дня, поэтому мы можем предполагать, что это так называемые перекупы. Клиенты, которые приобретают и сдают автомашины в компанию «Транссервис», официально всегда защищены. Компания готова возместить
все финансовые потери наших клиентов без обращения в судебные органы. Но если среди пострадавших действительно нет клиентов ТТС, то кому компания готова возместить финансовые потери? Эта история вызывает немало вопросов. Ответы будут искать полицейские. Мы вернемся к этой теме с появлением новых фактов. Салават Мухаммадуллин, Рамиль Шайдуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Я напомню, в нашей редакции есть WhatsApp, его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Сын погиб, отца еле спасли, а мама чудом выжила. Угарным газом в Бугульме отравилась семья. Этот случай пополнил печальный список трагедий в Татарстане. Сегодня обстоятельства ЧП начал проверять Следственный комитет. У каждой трагедии свои причины. Подробности бугульминской у Филюзы Хамидуллиной. Сегодня тяга, как ни странно, отлично. А на той неделе вот у нас тяга, наоборот, обратно дует сюда. Это Белинского 7. Здесь и произошла трагедия. Отравились соседи Гулии Абдуловой. Здесь она живет с 2007 года, с момента сдачи дома. Признается, в непогоду вентиляция часто подводит. Я очень боюсь. Окошко открываем, конечно, но этого недостаточно. Трагедия случилась в ночь на 20 января. Младший сын ушел помыться. Колонка работала. Мамы в тот момент не было дома. Когда муж и дети перестали отвечать на звонки, позвонила родственникам. Позвонила мне и говорит, звоню домой, не могу дозвониться ни до кого. Наверное, что-то случилось. Позвонила младшему брату, зятя. Он прибежал, начал стучать. Колотил, значит, вот внук старший поднялся, ползком дополз. А когда вот у нас колонку зажигаем, мы открываем форточку, форточка или двери всегда постоянно должны быть открыты со стороны балкона, чтобы продувало, чтобы был сквозняк, чтобы тяга была. А если балкон, дверь закрываешь, тяги нет, и колонка не зажигается. Но жалоб в прошлом году от жильцов на работу вентиляции к нам не поступало, сообщили в управляющей компании «Нефтяник». И от этой квартиры тоже. Вентиляционный канал и дымоход жилищники проверяли в июне прошлого года. Следующая проверка была в январе 2019 года. Тоже прошли весь дом. В данную квартиру попали, тоже никаких нарушений не было выявлено. Но после трагедии специалисты обнаружили в кладовой самовольно установленный вентилятор, что является грубым нарушением проекта и правил безопасной эксплуатации газовых приборов в быту. При включении вентилятора в дымоходе возникает сильная обратная тяга. Это могло послужить причиной поступления продуктов сгорания в квартиру. Кроме жилищников, в этот дом в ноябре 2018-го приходили и газовщики. Они проверяли внутриквартирное газовое оборудование. Замечаний в ходе проведения ТО ВДГО зафиксировано не было. Проблем и отклонений также не выявлялись. Обращений жителей по данному дому по отсутствию тяги в управлении Бугульмагаз за 2018 год не поступало. Сейчас доследственную проверку проводит следком. Причины в настоящее время устанавливаются. Нами, назначена строительно-техническая экспертиза, а также проводятся обыска и выемки в помещениях управляющей компании и газовых служб. Похоже, следователи и выяснят истинные причины, ведь, по мнению жителей дома, с вентиляцией у них всегда проблемы, а газовщики и жилищники их не могут выявить. Совпадение или недоработка, но это уже второй смертельный случай в городе. В ноябре прошлого года от угарного газа здесь погиб 3-летний ребенок и его отец. Сейчас в районе создана рабочая группа. Все дома, откуда поступали жалобы, повторно проверят. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бугульма. 40 тысяч заявок в народном контроле остаются нерешенными. Больше всего жалоб на неблагоустроенные территории, плохие дороги, отсутствие дорожных знаков. Почему каждая пятая заявка остается висеть в системе и как будет совершенствоваться сам народный контроль, об этом далее. Осторожно по скользким ступеням, продумывая каждый шаг. Спускаться здесь опасно зимой и на своих двоих, что уж говорить о мамах с детьми. А для инвалидов-колясочников это вообще непосильная высота. Самый центр Казани – это улица Татарстан. Доступная среда здесь – это скорее день недели. Здравствуйте, вам помочь? Ой, давайте. Если можно, я боюсь, там я не спущусь, золото. Куда? Вот за эту сторону. За эту сторону? Да, пойдемте. да. Ой. Давайте, осторожно.
Здесь это вы каждый день так ходите? Да, за хлебом хожу. Так по тропинке рядом с лестницей ходят пожилые и мамы с детьми. Инвалиды-колясочники это место и вовсе объезжают через дворы. Неподалеку здесь же остановка, с которой сесть на автобус на коляске нереально. В одном руках это держат ребенка, и в одном это коляска держат. Поэтому очень трудно тут. Плохая лестница. Вот здесь раньше были перила. Хоть за него держались. Об отсутствии доступной среды на этой улице в Народный контроль пишут уже с 2012 года, но заявка так и висит. У нас длительное время находятся заявки, связанные с доступной средой. Дело в том, что те дороги, которые мы отремонтированы ранее, к ним не было требований доступной среды, и они у нас остались без пониженных поребриков. Мы не имеем права делать подобные вещи, потому что это будет нецелевое использование бюджетных средств. Поэтому, к сожалению, на уже имеющихся дорогах это сделать невозможно. И таких нерешенных заявок в Народном контроле около 40 тысяч. Больше всего татарстанцев волнуют благоустройство территорий, ремонт дорог, безопасность дорожного движения и проблемы ЖКХ. Плюс добавились новые категории для дачников и по нарушениям трудовых прав. Иногда мы видим, что доходит, например, срок исполнения условно 25 октября, мы приезжаем 20-го, и они говорят, а денег у нас нет. Но они же знали, что денег не будет, да, что 20 октября. Зачем ожидать до 20? Когда уже люди ждут, что вопрос будет решен. Но все же большинство заявок в Народном контроле исполняются. И каждый год количество обращений растет в среднем примерно на 20%. Слава Тухмадулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Медиалогия опубликовала топ самых цитируемых СМИ Татарстана за 2018 год. Первую строчку медиа-рейтинга заняло информагентство «Татаринформ». Тройку лидеров замыкает интернет-издание «Реальное время». При подсчете учитывается цитируемость СМИ, то есть количество ссылок на источник информации в других медиа и влиятельность источника, который опубликовал ссылку. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Взять всю сумму сразу или получать ежемесячные выплаты? Трехкомнатные квартиры купили и материнским капиталом уменьшили сумму. А что в Татарстане тратит материнский капитал, узнавала Юлия Муратова. Рекорд посещаемости и новые туристические объекты на территории республики. Тукмач слово знает. Ич-почмак. Почему бренд Visit of Tatarstan становится популярным во всем мире, узнавал Сергей Хайдаров. Глобализация в эпоху прорывных технологий, политические и экономические разногласия стран. Эти вопросы сегодня на повестке Всемирного экономического форума в Давосе. В нем принимает участие Рустам Минниханов. Он станет участником сессии по глобализации, цифровой экономике, развитию альтернативных источников энергии, глобальных инфраструктурных проектов. Отдельные сессии будут посвящены теме России и ее роли в современном мире. Помимо этого ожидаются двусторонние встречи Рустама Минниханова с представителями зарубежных компаний. 46% умерших мужчин не дожили до 65 лет, то есть не достигли новой планки пенсионного возраста. Об этом сегодня сообщили в управлении ЗАГСе при Кабмине. Здесь подвели итоги минувшего года. Как сложилась мозаика демографии Института семьи, расскажет Илья Хайрудинова. За год 46,5 тысяч малышей. Это меньше на 2000, чем в 2017-м. И это тоже повод для радости. Темпы снижения рождаемости замедлились почти в 4 раза. Работать над глубоким анализом рождений и смертности в муниципальных районах. Если мы понимаем с вами, что Кайбецкий район у нас находится на позициях, которые характеризуют снижение рождений, но при этом Кайбецкий же район есть в увеличении, росте числа детей, которые являются третьими. Основное направление работы всех органов государственной власти по демографии в этом районе должен быть приоритетно направлен на работу по рождению второго или третьего ребенка. Однако впервые с 2015 года отмечают рост смертности. При этом 46% умерших мужчин не дожили до 65 лет.
то есть не достигли новой планки пенсионного возраста. В 2018-м дали старт десятилетию детства. С января ежемесячные выплаты за рождение первого ребенка в Татарстане получили 5892 женщины. Из республиканского бюджета 50 тысяч рублей за первенца получили 1689, 100 тысяч за третьего, 327 женщин. Они проживают на селе. Однако и эта помощь не спасает от разводов. В 2018 году сократилось количество разводов на 1%, но вместе с тем уменьшилось и количество желающих официально скрепить свой союз. В 2018 году в ЗАГСе «да» сказало около 25 тысяч человек. За последние 14 лет это наименьшее количество. На 1000 браков 503 развода. Каждый второй разводится, а против лома пока лишь психологическая помощь. Работа с молодыми должна начаться в родительском доме. Родители должны готовить детей к семье, показывать им семейные ценности и быть примером выстраивания отношений. В этом году создали единый государственный реестр. Акты переводят на электронные носители. Уже оцифровано около 5 миллионов записей. Завершить работу планируют к 2020 году. Стабильным же остается вкусные имена. Популярны среди мальчиков Амир, Тимур и Карим. Среди девочек София, Ясмина, Амина. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Материнский капитал теперь можно использовать по-новому. Традиционно 90% семей расходуют его на оплату жилья, остальные – на пенсию или образование ребенка. Напомним, программу материнского капитала продлили до 2021 года. Будет ли расти сумма и на что еще ее разрешили потратить, с подробностями Юлия Муратова. Мы переехали сюда в 2015 году. Нам этот район нравится, квартира нравится, чисто, уютно. Собственная квартира у семьи Мухамадиевых появилась 4 года назад. Всей суммы на покупку нового жилья не хватило, взяли кредит. Но уже через 2 года после рождения второго ребенка часть долга погасили за счет маткапитала. Теперь ежемесячно они платят на 10 тысяч меньше. 6-7 лет мы квартиру снимали, однокомнатную квартиру. Потом уж думали, что надо свое что-то. Вот решили, потом 3-комнатную квартиру купили и материнским капиталом уменьшили сумму. Таким образом улучшили жилищные условия 20 тысяч семей. Это 90% от общего числа. Остальные потратили средства на пенсию или образование. Оплатить ясли или частный садик теперь можно сразу после получения сертификата. Ранее приходилось ждать 3 года. Появились и новые возможности. Появилось новое направление в распоряжении средств материнского капитала. Средства можно направить на социальную адаптацию, реабилитацию детей, инвалидов общества. Есть у нас перечень услуг, на которые что можно купить на реабилитацию ребенка-инвалида. Мат-капитал можно и разделить. Семьи с низким доходом могут претендовать на ежемесячные выплаты в счет капитала в течение 1,5 лет. Рассчитать уровень дохода своей семьи можно по простой схеме. Общий доход за год разделить на 12 месяцев и количество человек в семье. Если результат окажется меньше 14 тысяч, можно подавать заявление на выплаты. Могут не воспользоваться этими ежемесячными денежными выплатами. Это решение семьи. Это в основном для поддержки семей, у которых, вот у молодых семей, я так полагаю, направлено на то, чтобы поддержать их. Может быть, им в это время улучшение жилищных условий и не нужно. А вот сегодня поддержка такая, она им нужна. Программу маткапитала продлили до 2021 года. Если сейчас его размер составляет 453 тысячи, то уже к 2020-му сумма вырастет до 470 тысяч рублей. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Рекорд посещаемости, новые туристические маршруты по всей республике и конкуренция, которую гостиницам составили посуточные квартиры. Сегодня в Казани туристов считали. С какими задачами справились и над чем еще предстоит работать, расскажет Сергей Хайдаров. 2018 год стал для нас годом самых масштабных событий и новых открытий. Почти 3,5 миллиона человек. Так много гостей у нас еще не было. Главная задача Госкомитета по туризму в 2018-м – показать иностранцам не только Казань, но и глубинку. Для этого требовались новые туристические маршруты. И туристы действительно едут, говорят сельские предприниматели. Одна из самых популярных точек – деревня Йонга-Ширме Высокогорского района. Здесь для пилигримов страусы и верблюды, ослы и коровы. Можно и птичек покормить, и буренку подоить. 2 в 1 получается. Я не только показываю, я и произвожу продукцию, молоко. У нас можно будет
подоить корову вручную попробовать. Можно будет сепаратор крутить. Здесь же в холле готовят и самый настоящий татарский кофе. Его называют кахуа. Чем он отличается от обычного кофе? Расскажите. От обычного кофе он отличается тем, что в него добавляются татарские травы. Это смесь из 5 видов татарских трав. Здесь есть душица, мелиса, мята, тимьян или смородина. Туризм – это драйвер экономики. Для путешественников необычное и привлекательное. Но одним креативом в республику гостей не привлечь. Нужно языки знать и сервис предоставлять мирового уровня. Подготовка высококлассного персонала. Такая задача стояла перед комитетом туризма в начале прошлого года. В 2018 году 150 специалистов из Татарстана, представителей туристских организаций, отелей, ресторанов, профильных учебных заведений, музеев, заповедников и экскурсоводов прошли обучение по программе общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма. 28 миллиардов рублей. Столько туристы со всего мира потратили в прошлом году в Татарстане. Пик посещаемости – футбольный мундиаль. Портрет среднестатистического болельщика – мужчина от 24 до 34 лет, который остановился в отеле на 2-3 дня с компанией друзей. Чаще всего он посещал спортивные бары и тратил чуть меньше 40 тысяч рублей. Тухмач слово знает. Ичпачмак. Эчпочмак знают во всем мире, а бренд Visit of Татарстан набирает обороты, отметил Фарид Мухаммедшин. Чемпионат мира по футболу не только рассказал планете о татарстанцах, но и подкинул конкурентов крупным гостиницам. Это недорогие хостелы и квартиры посуточно. Они конкурируют с большими крупными гостиницами. Да, идут. Что противопоставить этому? Может быть, чуть-чуть опустить цены, выжить, для того, чтобы турпоток не сузился и не уменьшился. Привлечь зарубежных инвесторов и провести чемпионат WorldSkills на мировом уровне. Такие задачи у комитета туризма уже на этот год. Сергей Хайдаров, Андерс Интальцев, ТНВ, Татарстан. Утро кровавой луны. Весь мир сегодня наблюдал за первым полным затмением в 2019 году. Спутник максимально приблизился к Земле и на рассвете приобрел красноватый оттенок. Эффектное зрелище наблюдали в разных уголках России и мира. Увы, в Казани из-за снегопада увидеть небесное явление не получилось. Следующее полное лунное затмение будет только в 2021 году. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112». Сейчас о погоде на завтра. А я с вами прощаюсь до вечернего выпуска в 21:30. До встречи. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Главный тренер исполняет буллит, в раздевалках поет песни под гитару, а девушки руководят игроками на скамейке. Матчем всех звезд завершилась неделя хоккея в Татарстане. Приняв эстафету от Нижнекамска и Альметьевска, праздничный уикенд перебрался в столицу республики. Мастер-шоу, встречи дивизионов и хоккейный праздник всего континента. Раз в год суровые хоккейные богатыри превращаются в веселых игроков, выступающих не ради результата, а для публики. Дивизион Чернышова выиграл по итогам 2 дней, но счет матча уходит на второй план. Каждый год зрители ждут свою фишку от матча звезд. В этот раз удивил Белелединов. После нарушения правил у соперников тренер сам пошел пробивать штрафной бросок. Такого в спорте не видел никто. Будучи игроком, наставник Акбарса не исполнял буллиты. Нет, никогда не приходилось. Я уже ответил, что у нас были очень хорошие нападающие, которые забивали и до нас не доходили. Золотой пояс и денежная премия в размере 100 тысяч рублей отправляется в Мариэл. Абсолютным батыром музыкально-спортивной премии «Манзара» стал Муса Галлямов. Турнир, собравший всех победителей сабантуев и чемпионов мира, прошел в Казанском цирке. 28 лучших спортсменов сошлись на одном ковре. Соперников определяли путем жеребьевки. Прошлогодний победитель Раиль Нургалиев не смог сохранить у себя звание сильнейшего батыра. Он проиграл Радику Салахову. В финальном противостоянии Муса Галлямов не оставил ни единого шанса сопернику. Культурно-спортивный праздник «Манзара», я уверен, даст новый толчок развития борьбы, нашей национальной борьбы «Куряж», а также для проявления, выявления молодых исполнителей, молодых талантов. Это хорошая площадка. Джордан Ларсон снова в Казани. Американскую волейболистку внесли в список легенд клуба «Зала славы» женского волейбольного клуба «Динамо Казань». Торжественное мероприятие прошло сегодня в музее волейбола. Ларсон пришла в наш клуб из студенческого волейбола США. Стала 4-кратной чемпионкой России, победительницей Лиги чемпионов и чемпионкой мира среди клубов. В 2014 году помогла своей национальной сборной выиграть чемпионат мира. Выступала за «Динамо Казань» 5 сезонов. Уже завтра перед матчем «Динамо Казань» Экзачебаши из Стамбула состоится торжественный
торжественное поднятие футболки Джордан Ларсон под своды арены. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Тантана – новый банкетный ресторан в Казани. Банкетный ресторан «Тантана» – идеальное место для проведения национальных торжеств, никаха и юбилеев. Казань, Декабристов 8, телефон 297 11 11. Тантана – Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли-ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. В предстоящие сутки начнет холодать. Подробнее после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваши желания. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода ожидается малооблачный день, не исключен снег. На юго-востоке Татарстана возможно понижение температурного фона до -11. Вероятен снег. На северо-востоке Татарстана аналогичная погода. Также не исключены осадки. На севере Татарстана -10 и довольно снежно. На северо-западе республики довольно прохладно, -12, -14. Пройдет снег. На юго-западе Татарстана 13-14 градусов ниже 0. Также не исключены осадки. В центре Татарстана снежно, как и по всей республике, 10-11 градусов ниже 0. Спонсор показа – клиника Фарм-Т. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам. Без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Остановись немедленно! Ты что, с ума сошел? Спинку хоть потрите. Ну, пожалуйста. Тебе спину уже лечить надо. Выходи, адрес напишу. И суставы тебе там вылечат, и согреют заодно. Тепленькая пошла. Медицинский центр «Доктор Ост». Прочувствуй наше тепло. Только в январе горящее предложение на лечение болей в спине и суставах. А в каникулы еще и теплый подарок. С болями в спине и суставах медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться без операций и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. В Казани вероятны осадки. Днем до -14. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу Казань, Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. С семейной копилкой сбываются самые заветные мечты. Только в январе потребительский кооператив «Семейная копилка» дарит пайщикам сертификаты на отдых в санатории. Программа «Тариф новогодний» 18% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.